Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Его всегда манило небо. Обещаю тебя, Ненейка, защитит всех тебя. Альметьевск спросился с Тимуром Хисматуллиным, погибшим после выполнения боевой задачи в Азовском море. Каким он был у родных и друзей, услышал Рамиль Шайдуллин. Всесторонняя поддержка бойцов СВО. Сегодня одним из приоритетных направлений нашей работы является поддержка участников СВО и членов их семей. Какие поручения дал Рустам Минниханов на республиканском совещании, в репортаже Павла Драгунова. Полезная встреча. Кампус – это место, где происходят чудеса. Как прошел и чем завершился летний кампус президентской академии, расскажет Дмитрий Аренин. В Альметьевске сегодня простились с летчиком, старшим лейтенантом Тимуром Хисматуллиным. Его самолет потерпел крушение над Азовским морем. 17 июля наш земляк успешно выполнил боевое задание, но при возвращении на аэродром в его штурмовике случилась поломка. Он мог спастись сам, но чтобы не подвергать мирное население опасности, принял решение увести самолет в море. Из-за критически низкой высоты летчик погиб. Сегодня родителям и супруге героя вручили орден мужества посмертно. Каким был Тимур Хисматуллин, как любящий сын и прилежный ученик, стал настоящим защитником Отечества и гордостью Татарстана, расскажет Рамиль Шайдуллин. В молодежном центре сотни людей прощаются с воином и настоящим защитником Отечества Тимуром Хисматуллиным. Весь его жизненный путь был связан со служением Отечеству, с исполнением воинского долга. И этот долг он исполнил с честью. 17 июля над Азовским морем потерпел крушение штурмовик Су-25. За штурвалом находился пилот, который смог катапультироваться только на крайне малой высоте. Шансов спастись на ней почти никаких. Под водой не сработает спасательный жилет. Пилот погиб. Позже выяснилось, это был командир штурмовой эскадрильи 27-летний Тимур Хисматуллин. Наш земляк возвращался с боевого задания, когда над одним из населенных пунктов произошла поломка. Он должен был покинуть самолет сразу, но тогда бы пострадали мирные жители. Пилот поступил как настоящий офицер. Он отвел пикирующий самолет от города в сторону моря, спас людей ценой собственной жизни. Никогда ход назад не давал, он всегда вперед шел. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга указом президента страны Тимур Хисматуллин награжден орденом мужества посмертно. Сегодня награду вручили супруге и родителям героя. Тимур всегда мечтал о небе, это знали все. Но когда по окончании школы единственный сын в семье решил стать военным летчиком и подал документы в Краснодарскую академию, удивились даже родные. Когда уже начал учиться, меня там улам, ты же такую берешь на свои плечи, меня там балам, ты осилишь это, обещаю тебя, Ненейка, защитит всех ты. Затем Тимур служил в Чите в должности старшего летчика, но даже тогда находил время, чтобы приехать в родной Альметьевск и повидаться с родными, друзьями любимой 17-й школой. Очень сложно вообще осознавать то, что такой человек, как он, так погиб вообще. Не верится абсолютно. Профессионал своего дела всегда был. Учился вообще на отлично. Меня уж назвал: мамуль, не переживайте, все нормально, я жив-здоров. Все его любили, уважали. У него очень много было друзей, одноклассников тоже. Сегодня тоже все, почти что все приехали. Проститься с офицером, другом, сыном и братом на православное кладбище города пришли родные, близкие, сослуживцы. Тимура Хисматуллина похоронили на аллее славы со всеми офицерскими почестями. И даже его любимое небо сегодня тоже не могло сдержать слез. Весь день лил дождь. Затем вышло солнце, словно дав всему городу время проститься с героем. Рамиль Шайдуллин, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
Поддержать участников специальной военной операции, помочь их семьям, увековечить имена погибших в зоне СВО героев. Сегодня Рустам Минниханов обратился к главам городов и районов республики, руководителям министерств и ведомств, оказать всю возможную помощь защитникам Отечества и их семьям. Лично контролировать оказание мер социальной поддержки и всех медицинских вопросов. О ключевых заявлениях Райса Республики в репортаже Павла Драгунова. Сегодня одним из приоритетных направлений нашей работы является поддержка участников СВО и членов их семей. Рустам Минниханов поручил главам районов оперативно реагировать на просьбы бойцов, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках, организовывать с ними встречи, оказывать всестороннюю поддержку и приглашать на патриотические мероприятия, предоставлять их детям места в детсадах и школах, родственникам отпуска на время отдыха бойцов. Очень важное предоставление работодателям отпусков для близких родственников, чтобы у семей было больше времени побыть рядом. Поэтому эта тема, она очень важна, чтобы никаких задержек, там, супруга или кто, чтобы они пообщались. Рустам Минниханов поручил особое внимание обратить на участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию, комиссованным по состоянию здоровья и получившим инвалидность в ходе службы. Важно, подчеркивает Раис Республики, обеспечить их всем необходимым, в том числе современными протезами. Главам муниципальных образований, руководителям профильных министерств, ведомств, республиканского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» следует лично контролировать организацию социального и медицинского обслуживания участников СВО на местах. Совместно с социальными службами, волонтерами организовывать профилактику возможного отклонений в их здоровье. Более 10 тысяч татарстанцев были мобилизованы в рамках специальной военной операции. 1000 добровольцев республики отправились служить в именные батальоны Тимер и Алга. Свыше 200 ребят посмертно награждены орденом мужества. 6 удостоены звания Героя России, 4 посмертно. Поручаю главам районов городов взять на особый контроль увековечение памяти всех без исключения погибших соотечественников. Подрастающее поколение должно знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну. В республике уже установлены памятники героям, появились муралы и аллеи славы. В честь Дамира Исламова назвали боксерский турнир и школу в Лениногорске. В центре Буинска появился баннер с портретом гвардии ефрейтора Алмаза Багаудинова, награжденного орденом мужества, который продолжает нести службу. В условиях, когда Запад пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, важно не дать этого сделать, говорит Раис Татарстана. Наша республика многонациональная, многоконфессиональная. И они будут пытаться любыми путями раскачать ситуацию. Рустам Минниханов обратился к главам городов и районов республики, руководителям министерств и ведомств. Сейчас нужно оказать всю возможную помощь защитникам Отечества и их семьям. И все вопросы держать на личном контроле. Павел Драгунов, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Завтра в Москве почтут память Махмута Ахметовича Гареева. Ему исполнилось бы 100 лет. Генерал армии в отставке, знаменитый татарин, президент Академии военных наук. Его не стало 3 года назад. Махмуд Гареев до последних дней оставался в строю, вел активную жизнь. Неоднократно приезжал в Казань, участвовал в съездах Всемирного конгресса татар. В 96 лет попал в Книгу рекордов России как самый пожилой в истории генерал советской армии. Именно Гареев добился того, чтобы в Музее сопротивления нацизму в Берлине появилась экспозиция, посвященная Мусе Джалилю и его соратникам. О человеке, который всю жизнь оставался верным мундиру, репортаж Алии Хайрудиновой. Наш генерал, так его называли все татары. Несмотря на высшие воинские звания и боевой опыт, Махмуд Гареев был добрым человеком, любил шутить и не раз говорил: татарская песня помогала ему воевать. Он прошел 6 войн, награжден 19 орденами, генерал армии. В последние годы Махмуд Гареев боролся за сохранение правды о войне с фашизмом. Ленинград не надо было защищать, Москву не надо было защищать, Гитлеру не надо было сопротивляться, пили бы баварское пиво. Это все люди, они свои деньги зарабатывают, отрабатывают то, что им поручается, для того, чтобы вызвать смуту внутри нашей страны. Глупость это, конечно, потому что если никуда не ходить, никуда не вмешиваться,
как может государство отстаивать свои национальные интересы. Махмуд Гареев родился в Челябинске в татарской семье. Отец рабочий, мама домохозяйка. В 1939-м добровольцем ушел в Красную армию. В 1941-м окончил Ташкентское краснознаменное пехотное училище. В 1942-м отправился на войну. Воевал на Западном и Третьем Белорусском фронтах. Дважды был ранен. В годы Великой Отечественной он стал одним из самых молодых стратегов, который принимал участие в разработке крупнейших наступательных операций. На его счету сотни книг, статей и монографий, по которым сейчас учатся в военных вузах и в Академии Генштаба. Должных выводов до сих пор не сделали. И к опыту Великой Отечественной войны нужно возвращаться еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, из-за которых мы несли большие потери. Тогда вот все наши разговоры не будут пустым словом, а будут подносить пользу. Махмуд Гареев никогда не был кабинетным теоретиком. В качестве советника принимал участие в урегулировании многих военных конфликтов. В 70-е во время арабо-израильского противостояния был в Египте. После вывода советских войск из Афганистана направился в Кабул. Но где бы ни был генерал, он выступал за сохранение исторической правды и памяти. Как говорил Минтимир Шаймиев, Махмуд Ахметович был первым генералом-татарином в Генштабе страны. Генштабта илде СССРның Генштабы. Мына ничек әйткәндә инде Генштаб акыл иясе. Тик интеллектуаль көч бөтенесе ничек глубоко знающий свою историю, свои традиции татарин еще добавок. Это специалист высшего класса в истории военных действий. Я горжусь, что у татар, у нашей России великий есть такой сын. Его не стало в декабре 2019-го. Тогда на мемориальном кладбище Министерства обороны в Подмосковье с ним прощалась не только Москва. На церемонию приехали сотни людей из разных регионов, воинских частей. Была и большая делегация из Татарстана во главе с Фаридом Мухамедшиным. Я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры, они будут учиться долго-долго на трудах, на его работах. Один раз, будучи молодым, надев погоны, Махмуд Ахметович принял присягу и до 96 лет, дожив, с уважением и с чувством ответственности говорил: честь имеет. Слово «честь» для него было самой главной оценкой и офицера, и генерала. Его книги, они являлись пособием для нас, для офицеров того времени, сейчас являются настольными. Похоронен Махмуд Ахметович Гареев рядом с героем России Михаилом Калашниковым со всеми воинскими почестями. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Алия Хайрудинова, ТНВ. В Набережных Челнах появится мурал с изображением татарского поэта Мусы Джалиля. Во время Великой Отечественной в 1943 году поэт в составе антифашистской организации был заключен в Моабитскую тюрьму, где после пыток в августе 1944-го был казнен. Здесь он написал ставшие всемирно известными моабитские тетради. Мурал с его изображением разместится на жилом доме в поселке ГЭС на проспекте имени Героя Советского Союза. Напишет его челнинский художник Марат Белялов. Он подготовил эскиз. Полностью изображение будет готово в августе. Сразу 4 человека погибли в авариях минувшей ночью и утром в Татарстане. По факту трагедии в Новошишминском районе прокуратура проводит доследственную проверку. Здесь ранним утром иномарка столкнулась с большегрузом. В результате аварии погибли 2 детей 12 и 13 лет. Еще одну 12-летнюю девочку госпитализировали. Известно, что семья направлялась на отдых на море. Еще одна трагедия в Рыбно-Слободском районе. Водитель «Лада Ларгус» уснул за рулем и врезался в «Газель». Пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Смертельная авария произошла на трассе Казань-Оренбург в Верхнеуслонском районе. По предварительным данным, 60-летний мужчина превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В Тукаевском районе на трассе М7 водитель грузовика «Джак» заснул за рулем, врезался в фуру, погиб на месте.
147 незаконных рыболовных сетей только за эту неделю. Такой результат совместного рейда сотрудников ГИМС и Госкомитета по биоресурсам в акватории Куйбышевского водохранилища. В правоохранительные органы передали 2 материала с признаками уголовно наказуемых деяний. По словам специалистов, часто заложниками таких сетей становятся птицы и животные. Так, в этом году была спасена цапля. Она была изранена крючками. Для спасения птицы ветеринары провели операцию по их удалению. С начала года с водных акваторий республики собрано 2000 сетей. По факту незаконной добычи возбуждено 51 уголовное дело. Пока молоды и активны, нужно поработать на самых разных направлениях. Такой совет дал Рустам Минниханов участникам летнего кампуса Президентской академии народного хозяйства и государственной службы. Сегодня он завершил свою работу. В течение 9 дней более 200 студентов из регионов России и зарубежья получали рекомендации от экспертов и учились командной работе. В завершающий день участники кампуса приехали в Иннополис. Чему студентов научили Рустам Минниханов и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, и чей проект получил главный приз кампуса, узнал Дмитрий Аринин. На кампус можно попасть только 1 раз за учебу в университете. Такой уникальный шанс получил студент из Дагестана Надыр Юсупов. Как говорит юноша, кампус дал то, что на обычных парах редко услышишь. Дают какие-то общие знания из медиа, работы в команде, эмоциональный интеллект, например. Того, чего иногда не хватает в университете. Мы друг у друга учимся. Значит, вот сама среда и все вот такие активные, продвинутые. В заключительный день участники кампуса 1,5 часа общались с Рустамом Миннихановым и ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым. Студенты спрашивали, как добиться успеха, как стать хорошим управленцем и что делает Татарстан популярным, в том числе у инвесторов. В чем заключается вот именно успех Татарстана? Как нам часто говорят, личный бренд Татарстана, почему сюда приезжают, здесь работают, учатся? Это системная, скрупулезная работа всех органов власти нашей республики. Чтобы у инвестора, зарубежный ли он, или российский, или внутренний, у него должно быть доверие. Вот если у него есть доверие к власти, и власть заинтересована, чтобы эти инвестиции появились, вот это главный критерий. Так же, как рассказал Рустам Минниханов, успех республики заложен в ее душе. Душа Татарстана, что его народ, его культура, ее история. Мы вроде бы все разные, вот, мы же вот, больше половины мусульмане, половина православные и другие. Мир согласия Татарстана — это вот некое такое уникальное место, где у нас нет никакого спора. Благодаря своим достижениям Татарстан стал постоянным местом проведения летнего кампуса Президентской академии. В этом году он прошел в 11-й раз. Участниками стали более 200 студентов из России и зарубежья. Татарстан представляют 80 студентов. Кампус – это место, где происходят чудеса. Это, конечно, в первую очередь новые знакомства, обмен опытом, а также продвижение самого себя. Главное, чтобы были хорошие, талантливые, способные люди. Вот такие мероприятия, как летний кампус, позволяют таких людей найти. Алексей Комиссаров посоветовал молодежи больше мечтать и не бояться браться за трудные задачи. Рустам Минниханов сказал, пока молоды, нужно поработать в самых разных направлениях, и в жизни помогут усердие и трудолюбие. Каждый должен свой чемодан, хоть он тяжелый, иногда без ручки, должен нести сам. Вот тогда все получается. За 9 дней кампуса все участники объединились в команды из представителей разных регионов и стран. Вместе нужно было разработать и презентовать проект. В итоге победителем стала идея, как можно одновременно улучшить проект Пушкинской карты, помочь малому бизнесу и импортозамещению. Мы предлагали внедрить туда сумму денег для того, чтобы покупать национальные блюда в тех или иных заведениях общественного питания и тем самым продвигать как раз-таки национальную кухню, способствуя импортозамещению. Главный, на самом деле, результат – это то, что все ребята сплотились, получили много новых знаний, и те, кто впервые оказался в Татарстане, влюбились в Татарстан. Те, кто оказались в нашей стране, ну, может быть, не впервые, но в очередной раз влюбились во всю нашу большую страну. И
те проекты, которые ребята готовили за этот короткий достаточно промежуток времени, я надеюсь, по крайней мере, часть из них будет реализована. В следующем году летний кампус снова должен пройти в нашей республике. Его участников в Татарстане ждут и для жизни, и работы на постоянной основе. Дмитрий Арин, Вадим Илларионов, ТНВ, Иннополис. Сегодня в Казани прошла Всероссийская научная конференция «Образование в перспективе истории. От Российской империи к Российской Федерации». Ее посвятили году педагога и наставника. Организатор – Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Говорили о вековых традициях российского просвещения, его особенностях в нашей республике. Чего не хватает в системе образования в наши дни? В нашем репортаже. Это учебник Леонтий Филиппович Магнитский издал в 1703 году. Учебники 17-18 веков, визитка химика Бутлерова, рукоделие воспитанницы Родионовского института благородных девиц. На выставке о работе казанских учебных заведений сквозь века от цифирной школы, основанной при Петре I, до Казанского университета, медресе, гимназий, духовной семинарии. В середине 18 века в Казани была открыта первая нестоличная гимназия. То есть все гимназии были либо в Москве, либо в Петербурге. Потом все-таки Казань явился университетским и академическим городом, одним из 4 городов Российской империи. Конференция о российском образовании от империи до наших дней организована фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке Министерства культуры Татарстана, Национального музея, КФУ и Института Маржани. Мы имели прекрасный опыт сотрудничества с высшими учебными заведениями Татарстана. У нас уже 4-я, это большая научная конференция. И если мы качественно выполнили свою работу, да, то и выставка, и состав докладов конференции, он человека заинтересует. И чем больше мы будем знать о нашей общей истории, тем, мне кажется, прочнее мы себя будем чувствовать в настоящем дне. В программе 30 докладов: образование в императорских семьях, грамотность жителей татарских слобод, роль православных просветителей в культуре Среднего Поволжья. Большое внимание уделили просвещению как главному фактору духовного суверенитета национального сообщества. Мы видели за последние 30 лет, как разрушение общенационального исторического сознания и мировоззрения приводило не раз к тому, что люди как-то рассыпались, атомизация происходила в обществе, и только потом из глубин народного духа вот опять возник инстинкт самосохранения, и народ сам как бы востребовал вот это какие-то объединительные призывы. Мы живем с вами в мире информационного мусора. Мы живем с вами в мире тотального недоверия. Дети не верят родителям, они верят больше интернету и социальным сетям. Почему? Потому что им не хватает знаний и воспитания. И вот это та задача, которая сегодня, тот вызов, который стоит сегодня перед всем нашим обществом. По мнению участников, в современной системе образования нужно усиливать роль воспитания, которому веками уделялось большое внимание. Татарстан обладает тысячелетними традициями образованности и просвещения. Я думаю, что этот опыт будет интересен не только для нашей республики, но и для всей России. Так, казанские медресе и духовная семинария славились тем, что готовили как духовно богатых, так и высокоинтеллектуальных выпускников. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани на площадке парка Салават КПРФ впервые прошел фестиваль «Книжный экватор». Для гостей была организована ярмарка книг от ведущих издательств России. Читали лекции, детей развлекали ростовые куклы. В зоне отдыха проходил художественно-изобразительный перформанс «Коллективная абстракция» от Медата Валиева. Здесь участники создавали композицию из букв. Хедлайнером такого литературного дворика стала Татьяна Устинова, известная писатель-прозаик, автор детективных романов, телеведущая. Для того, чтобы читать, не нужно ничего, нужна только привычка. Привычка к чтению. Все истории о том, что у людей сейчас нет времени читать, это галимое вранье. Для чтения не нужно времени, для чтения нужна привычка. Больше ничего. Ни один из нас не ходит на работу без штанов, ссылаясь на то, что у нас нет времени надеть штаны. Потому что без штанов на работу идти неприлично.
Так вот, в моей системе координат не читать неприлично. Мы показываем, насколько разнообразен мир книг, что каждый может себе найти интересную тему, и там куча всего, куча тем для вдохновения и для того, чтобы человек стал немного счастливее. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды на завтра. До встречи в 21:30. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево переменная облачность. Вероятность осадков минимальная. Ожидается 11 градусов тепла ночью, днем до плюс 23. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге без осадков. Ожидается ночью около 12 градусов тепла, в дневное время плюс 24. Небольшая облачность и отсутствие осадков в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. В ночное время 12 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 24. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не ожидаются. В ночные часы температура составит 12 градусов тепла, а днем до плюс 23. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске в ночные часы до 15 тепла, днем около 24. Осадки не ожидаются. Небольшая облачность ожидается в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Температура ночью около 13 тепла, днем потеплеет до 24 градусов со знаком плюс. К понедельнику температура немного понизится, местами пройдут дожди. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью около 15 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер юго-западного направления до 10 метров в секунду. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. Добрых вам выходных и хорошего настроения. До встречи!